Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Волонтеры республики продолжают свою активную деятельность. И сегодня в нашей студии организатор волонтерского штаба «За наших» из Уфы Зарина Равилевна Шарафуддинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Зарина. Скажите, пожалуйста, вот у каждого мотива разный заняться именно благотворительностью. А что побудило вас сшить маскировочные сети и помогать нашим бойцам там, на передовой? Инициаторами волонтерской жизни стали мои братья. После того, как мобилизовали старшего братья в сентябре месяце того года, а в октябре месяце младшего брата мобилизовали, я решила их как-то поддержать, помочь. Поначалу это были СМС-переписки, звонки, адресные посылки. Но потом подумала, что нужно помогать не только своим братьям, но и всем ребятам, которые находятся в зоне СВО. Так я пришла к волонтерству. Вот по поводу всем помогать. Вот я являюсь, получается, и волонтером, и бойцом, также депутатом Госсобрания, но я впервые сталкиваюсь, чтобы у кого-то было 3 братьев, и все они в зоне специальной военной операции. Я, честно, в шоке. Мы тоже были в шоке. Средний братишка у меня ушел в этом году в июле месяце, добровольцем подписал контракт. У вас все братья родные? Родные братья. А вас сколько всего в семье? У нас в семье 6. Как вы думаете, что побудило среднего брата подписать контракт? Он ушел, получается, за первым братом? Да, Вот вы естественно, представляете? за старшим и за младшим. Они герои. В первую очередь, они герои. Для меня они герои. Для меня каждый военнослужащий, который находится за ленточкой на СВО, для меня каждый герой. Для меня нету свой или чужой. Для меня они все родные. Спасибо вам за это большое. Возвращаясь к теме волонтерства, с чего вы начинали создание вашего штаба? Потому что если никогда раньше не было такого опыта, это же тоже нужно понимать, какое помещение, где находить людей, где находить ресурсы. С чего все у вас начиналось? Изначально я начала свою волонтерскую деятельность в селе Алатырка. Я там проживаю. Там мы организовали штаб по заливке окопных свечей. Там же я переняла опыт по плетению маскировочных сетей. Решила, что нужно это дело немножко расширить, да. Зарина, вы сказали, что вы перенимали опыт. А какие дальнейшие ваши шаги были? Дальше я обратилась к руководителю индустриального парка «Промцентр», к Васильеву Павлу Юрьевичу, с просьбой о предоставлении нам помещения. Он нам пошел навстречу, предоставил нам теплое большое помещение. За это ему большое спасибо. Потом организовали группу людей. Единомышленников. Да. А как вы ее организовали? Это были домовые чаты, информирование, объявления расклеивали. То есть люди к нам пошли, женщины ходят в свое свободное время, также после работы прибегают, чтобы вплести ленту в победу. То есть в основном все-таки женщины, да, у нас? Женщины. Зарина, скажите, а конкретно в штабе чем вы занимаетесь? Плетением сетей. Это нарезка. Плетете маскировочные сети, чтобы, так сказать, наши танки, то есть вражеские беспилотники не видели наши танки. Да. Дорогого стоит на самом деле. А где вы берете материал для работы? Помогает кто-то? С материалом нам помогают жители. То есть это сбор денежных средств. Далее мы закупаем материал и плетем. Жители микрорайона Шакша, гости, знакомые, родные. Очень хорошая поддержка от них. Скажите, вот просто я даже не знаю, сколько уходит времени, чтобы изготовить, например, одну маскировочную сеть? Это зависит от количества людей. Если в штабе нас 6 плетельщиц, думаю, часа за 3 мы 3 на 6 Беспрерывная работа, без работы. перерыва, то есть вы работаете. Обалдеть. Да. А вот за время существования вашего штаба, насколько я знаю, вы в апреле же создали, Да, 2023 года, с 1 апреля. За все это время уже сколько вы сетей сплели? На сегодняшний день сплетено 247 сетей. Это колоссальное количество. Лиана, я сейчас в шоке. Безусловно, маскировочные сети – это большое подспорье для наших ребят на передовой. А прямо сейчас предлагаем посмотреть сюжет, как еще неравнодушные жители нашей республики вносят свой вклад в победу в специальной военной операции. Огромное спасибо надежному тылу города Межгорье
также кто принимал гуманитарные помощи. Всем спасибо. Бойцы из Межгорья передают пламенный привет на родину из зоны СВО и благодарят земляков за гуманитарную помощь. А волонтеры Башкортостана продолжают вносить свой весомый вклад в общее дело. 2520 квадратных метров и 420 маскировочных сетей для отправки в зону СВО. Так постарались школьники, студенты и пенсионеры города Стерлитамака. Большую маскировочную сеть изготовили и жительницы деревни Северной из Абзелиловского района. В Яныбаевской сельской библиотеке Белокатайского района плести маскировочные сети уже добрая традиция. На одно изделие уходит менее 3 дней. А в ближайшее время там планируют провести мастер-класс для всех желающих научиться полезному делу. В Давлекановском районе помимо масс-сетей добровольцы изготавливают и костюмы снайпера. Все по меркам и размерам, которые присылают наши бойцы с передовой. Посылки в зону СВО отправляют через местный волонтерский штаб. А в Куйургазинском районе для оптимизации процесса и увеличения производительности смастерили деревянный станок для изготовления маскировочных сетей. В Демском районе Уфы жительницы микрорайона Яркие сшили для участников СВО 230 подушек. В ближайшее время посылка отправится в составе гуманитарного конвоя в госпитале, где проходит лечение раненые бойцы. Свой вклад вносят и подопечные Республиканского геронтологического центра «Именлек». Для земляков, которые находятся в зоне СВО, здесь вяжут теплые носки и варежки. В Альшеевском районе жители села Абдрашитово тоже связали носки для военнослужащих, а еще нарезали лапшу. В Шаровском поселении Белебеевского района для ребят на передовой заготовили более 100 банок салатов и также нарезали лапшу. К всероссийской акции «Поделись своим теплом» присоединились в Белорецком районе. Каждый понедельник жительницы сел Терлян и Верхнебельский собираются и готовят пряжу, из которой вяжут носки, следки, гетры, манишки, пояса. Все это потом отправляется на передовую. В Дуванском районе в ателье села Мисягутово начали шить изделия для бойцов в зоне СВО, в том числе и для тех, кто лежит в госпиталях. Большущее огромное спасибо людям, которые перечисляют деньги, которые приносят материал и которые помогают в изготовлении трусов, постельного белья, косынок. Школьники продолжают писать письма военнослужащим. Ученики Шеймуратовского класса Калтасинской школы номер 2 присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Ребята поблагодарили всех, кто сейчас исполняет свой воинский долг, и пожелали успешного выполнения боевых задач. А школьники из Агидели для бойцов СВО сделали трогательные обереги. На каждом простые фразы без лишних слов. «Ждем дома». К волонтерскому движению «Своих не бросаем» присоединились ребята из села Усман-Ташлы Ермекеевского района. Вместе со взрослыми они собирали, перебирали и упаковывали гуманитарную помощь. Вот так единым надежным тылом во всех уголках республики волонтеры помогают нашим военнослужащим. Спасибо вам, земляки. Вместе мы победим фашизм. Победа будет за нами. Башкортостан! Это проект «Своих не бросаем». И я напоминаю, что у нас в студии сегодня организатор волонтерского штаба «За наших» из Уфы Зарина Шарафуддинова. Гордость берет за Башкортостан, когда видишь, как много у нас отзывчивых людей. Их помощь бесценна. Зарина, в вашем штабе находятся волонтеры, которым не все равно. Скажите, вот их хватает или бывает, что их очень мало? Мы были бы рады, если бы к нам присоединились неравнодушные граждане. Рук не хватает. Действительно, запросы от бойцов растут. Маскировочные сети необходимы. Соответственно, нужны руки, чтобы плели маскировочные сети. Зарина, а вот сейчас с нас смотрят наши жители. Скажите, куда им обращаться, если они захотят помочь вам? Мы находимся в микрорайоне Шакша по адресу Гвардейская, 55А. Это здание промцентра. Ждем всех желающих. Зарина, вот с братьями вы постоянно на связи? Или бывает, что кто-то долго не отвечает? К сожалению, нет. Не часто. Как хотелось бы. Ну, со старшим братом очень редко общение. Это обычная смс-ка. То есть ни WhatsApp, ни Telegram-канал.
Они в разных подразделениях, в разных, наверное, вид войск. Они в разных районах находятся. Но они, наверное, через вас узнают, как дела друг у друга, нет? Возможно, и через меня, также через маму. Вы сказали, что 2 брата у вас мобилизованных, а 3-й доброволец. Доброволец он в составе полка Башкортостана или какой-то другой батальон? В батальоне Кусимова. Ну, это полк Состав Башкортостана. полк Башкортостана, да. Ну, а как часто вообще получается созваниваться? Если неделю раз созвонимся, это уже хорошо. Ну, достаточно, на Для самом нас деле, это уже- помимо... Просто услышать голос? Да, услышать голос, если это возможно. Но лично я, когда был в зоне специальной военной операции, я писал СМС: жив, здоров, сытый, все хорошо. Достаточно было. Это самые нужные слова. Да, больше и Слышать не от- надо от вроде бы. братьев. Вроде бы больше бы и не надо. Ну, а когда все-таки вот получается в те редкие моменты созваниваться, что братья говорят, что рассказывают? Все хорошо. А они ничего не Сыт, будут рассказывать. одет, обут. Да, Всё это хорошо. вот единственное, потому что... Главное, что нужно знать родным. Конечно, безусловно. Зарина, а вот как у вас вопрос состоит из, в логистике? То есть как вы доставляете ваши маскировочные сети на передовую? Естественно, я сама туда не езжу. К нам обращаются военнослужащие либо через соцсети, либо находясь в краткосрочном отпуске. Также к нам обращаются администрация района, которая готовит гуманитарный конвой. Так мы и передаем. А как часто получается передавать посылки у вас там раз в 2 недели? Ну, гуманитарный конвой у нас раз в 2 недели ходит, насколько я знаю. А посылки у вас, маскировочные сети, как часто получается отсылать? Это по... От запросов? От запросов, да. То есть если боец находится на территории СВО, он обращается либо к жене, либо кому-либо еще из родственников. Они уже выходят на нас, мы без проблем вручаем. Получаем обратную фото, либо видео от ребят. Да, что маскировочные Со сети словами дошли. Спасибо благодарности. большое, так сказать, штабу за наших. Мы вас любим, мы будем обязательно придем с победой. Зарина, спасибо вам большое за вашу активную гражданскую позицию и за то, что вы делаете такое большое и очень нужное дело. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.